Сагдийцы – исторический народ иранского происхождения, населявший территорию Согдианы, располагающейся в долине реки Зиравшан, от современной Бухары, Узбекистан, до Худжанда, Таджикистан. По выражению российского востоковеда Бартольда, сагдийцев по своему торгово-культурному вкладу в регион можно назвать финикийцами Центральной Азии. Сагдийцы, наряду с восточноиранскими народами, являются одним из предков современных таджиков. Современные ягнобцы Таджикистана считаются этнолингвистическими потомками сагдийцев, а их язык восходит к одному из диалектов сагдийского. Впервые сагдийцы упоминаются о Весте в середине первого тысячелетия до нашей эры. В VI века до нашей эры сагдийцы вошли в состав державы персов-ахеменидов. Государство сагдийцев Согдиана или Согдиана-де-Раншахра была древней иранской таджикской цивилизацией между Амударьей и Сырдарьей на территории современных Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизстана. Согдиана также была провинцией империи ахеменидов и упоминается в бехистунской надписи Дария Великого. В VIII веке до нашей эры здесь была основана столица государства – Мараканда, Самарканд. Сагдийские купцы и дипломаты путешествовали далеко на запад, вплоть даже до Византии. Они играли важную роль в качестве посредников на торговом пути Великого Шелкового пути. Название Согд, оседлое поселение, обиталище сагдийцев, впервые упоминается в перечне 16 наилучших стран в священной книге Авеста, созданной Ахура Маздой для человечества, как вторая наилучшая страна после Айрьян-Эмбаэджа, прародина ариев, что указывает на важность этого региона с древних времен. Этноним Сугд, сопровождающий в текстах Авесты топоним Гаум, исследователи возводят либо к общеиранский Сухта, очищенный огнем, чистый, святой, либо, по другому мнению, к самоназванию сагдийцев, восходящему к этнониму Сака, Скиф, Ашкузай. В той же Авесте в Мехр-Яште, где описывается регион, в котором обитают арии, Согд наряду с Хорезмом и 4 другими странами указаны как страны Айри-Шаяны, Навестинские Айри-Айяна, обиталище ариев. Ахеменидский правитель Кир II Великий покорил Согдиану во время кампании в Центральной Азии в 546-589 годах до нашей эры. Топоним Согдиана использовался как название области Сугуда, сатрапии империи ахеменидов, 19-й в надписи царя Дария I Великого на скале Бехистун, которая занимала территорию современных Таджикистана, кроме Памира, и Узбекистана, кроме Хорезма. Согдиана лежала к северу от Бактрии. Согд входил в древнеперсидскую ахеменидскую державу на протяжении 4 и 6 веков до нашей эры, по крайней мере до правления Артаксеркса II. Вместе с Парфией, Хорезмом и Арией. Согд был включен в ее 11-ю сатрапию. Сагдийцы, наряду с другими иранскими народами Средней Азии, активно участвовали в греко-персидских войнах и были важной частью ахеменидского войска. В 329 и 327 годах до нашей эры население Согда во главе со Спитаменом, убит в 327 году до нашей эры, оказало упорное сопротивление Александру Македонскому. Язык сагдийцев – сагдийский язык на таджикский Забони-Суд, язык восточно-иранской подгруппы иранских языков, на котором говорили в Согдиане в долине реки Зиравшан на территории современных Таджикистана и Узбекистана, а также в многочисленных сагдийских колониях вдоль так называемого Великого Шелкового пути. Сагдийский делит общего предка с другими северо-восточными иранскими языками – хорезмийским и скифо-сарматскими. Сагдийский язык являлся официальным языком Согдианы, о чем свидетельствуют найденные в крепости Мук, расположенной в 5 километрах от села Дардар Айнинского района Сагдийской области Таджикистана, так называемые «старые письма», собрание официальных документов и писем царя Деваштича. Литературный язык, использовавшийся при написании буддийских и манихейских текстов, несколько отличался от разговорного, которым написаны эпиграфические памятники, старые письма и христианские тексты. В настоящее время в долине реки Ягноб сохранился небольшой анклав носителей ягнобского языка, одного из диалектов сагдийского. Для записи сагдийских текстов использовался собственное консонантное письмо, развившееся из арамейского.
کتیوه گلکسات نواسالو بارگا پاش نواسالو بارگا پاش ایدی ورک ابوسا خشتی کتی دیور ایدی ورک ابوسا خشتی کتی دیور کدی ورای کخکشاو جیور سینچا وقتیور کدی ورای کخکشاو جیور سینچا وقتیور رخشینی پولا براساش نواسالو بارگا باش رخشینی پولا براساش نواسالو بارگا باش سوق بیتی تمولا خسته کتر کتیوه گلکساش نواسالو بارگا باش نواسالو بارگا باش سوقمه شماق سوالچی شجاج ایدین و ماچی سوقمه شماق سوالچی شجاج ایدین و ماچی همشین کن خوشوقتی سری سال مبارک واتی همشین کن خوشوقتی سری سال مبارک واتی Черный аист в хребте гисарском прячет сердце свое в горах. Он сегодня легенда, сказка, не описанная в словах. Край, где тысячи рек и впадин, водопадов, хребтов и гор. Этот край своей гордостью славен, и суров его лик и взор. Таджикистан, замирает сердце, душа поет о красоте твоей. Таджикистан, край согретый солнцем, в лучах тепла твоих сынов и дочерей. Ледники белоснежным платьем укрыли нежно вершины гор. Алаудин отражает гладью небесный свет, так пленивший взор. Здесь воздух пахнет фруктовым садом, так словно в детство вернулся вновь. Палитра чувств — это водопады, души порыв, словно свист ветров. Таджикистан, замирает сердце, душа поет о красоте твоей. Таджикистан, край согретый солнцем, в лучах тепла твоих сынов и дочерей. Таджикистан, замирает сердце, душа поет о красоте твоей. Таджикистан, край согретый солнцем, в лучах тепла твоих сынов и дочерей. Таджикистан.